Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Сердце какого мужчины будет твоим? Никого загадывать не надо. Просто мысленно либо вслух задай себе такой вопрос. Сердце какого мужчины будет моим? И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересная информация, конечно, вышла. Здесь вышел мужчина, который уже вас любит. Уже, но вы его не хотите. Не хотите, не принимаете, может быть, в разрыве с этим мужчиной, а вот он вас любит. Возможно, только сейчас понял, что любит. В момент, когда потерял. Причем потерял окончательно. Я вижу, что вы прям этого мужчину выдворили из своей жизни. Выдворили. Не хотите ни видеть, ни слышать и вообще ничего о нем знать. А вот он любит. Любит и страдает очень сильно без вас. Страдает. Плохо ему без вас. Знаете, как сокрушается, убивается. Да, вот. Чем дольше без вас, знаете, как-то наблюдает за вами, наблюдает за вашей жизнью, владеет информацией, что вы делаете, с кем вы, где вы, как живете. И прям сердце кровью обливается, что он не может быть с вами, что нет пути обратно. И именно вы заблокировали ему этот путь. Может быть, натворил что-то, да, такое, за что не прощает. И плохо ему, девочки, ой, как плохо. Рядом с ним есть какая-то другая женщина, но она ему как, знаете, собаки пятая нога, да, либо кость в горле. Противная она ему, тошная, вот он на нее смотреть даже не может. Ругается с ней постоянно. Ругается и злится на нее, что она не вы. Может быть, знаете, как разлучница какая-то. Да? Вот не сладко ему живет, ой, как не сладко. Рыдает каждый день. Либо вот прям конкретно плачет, девочки, да, не смейтесь, такое бывает. Либо душой, душа рыдает у него, плачет. Ну, вы должны знать, вы должны знать. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Вы его выгнали из своей жизни, вы запретили ему появляться перед вашими глазами, на ваш порог запретили категорически. Категорически. Ну, все бывает, да? Все бывает. Так, теперь пойдемте к другому мужчине. Мужчина, сердце которого будет только вашим, еще вам не встретился. Еще не произошел этот момент встречи, но он уже близится. Мне вообще идет состояние праздника, атмосфера праздника. Может быть, это будет ваш праздник, может быть, вы будете приглашены на какой-то праздник, может быть, это будут какие-то гуляния, да, то есть общий праздник, ну типа там какой-то день памятный, да. Люди все веселые, вы тоже веселая. И мало того, что веселая, еще и нарядная очень будете. В хорошем расположении духа, с прекрасным предвкушением веселья. Вот в момент празднования вы с этим мужчиной познакомитесь. Смотрите, здесь еще один человек присутствует. Может быть, вы будете с кем-то в момент знакомства, может быть, вас кто-то познакомит, да? По-всякому может отыграться. Но вот вижу еще одного человека. Смотрите, мужчине, вот этому новому, вы сразу очень понравитесь. А мужчина вам не очень понравится. Ну, может быть, знаете, простенький, может быть, не в вашем вкусе. Может быть, вы в принципе, да, думаете, да ну их, всех этих мужиков, да, я хочу развлекаться, я хочу оторваться, я хочу душой отдохнуть. Не хочу про каких-то мужиков думать, не настроена, например, да, там, знакомиться. И он, смотрите, за вами будет ухаживать. Ухаживать будет очень, так знаете, ненавязчиво, но уверенно, да, прям
там, двери открыть, там, одежду подержать, там, что-то налить, что-то наложить, там, потанцевать, пригласить, что-то спросить. Ну, вот такое. Вас даже немножко этот мужчина будет раздражать. Так посмотрите на него и скажите, тут пристал какой-то, да? Что тебе надо? Он иди к другим женщинам, отойди от меня, брысь, брысь. Вот он не примет этого вашего отторжения. Да, он вас увидит такой загадочной, такой самоуверенной, самостоятельной, эмансипированной, да, будет прям смотреть на вас и восхищаться вами. Прям, девочки, взорвете ему мозг с первой встречи, вот с первого общего общения. То есть каждое ваше слово он будет воспринимать как что-то просто невероятное, так вау-эффект будет происходить. Так, мужчина этот. Мужчина неплохой. У мужчины есть прошлое. Мужчина либо был в браке, либо были очень серьезные отношения. Да, может, там сожительствовал с кем-то. Может быть, знаете, когда же уже к паре к браку шел. Да, что-то было. Мужчина на момент встречи с вами практически будет свободен. Либо совсем свободен, либо практически свободен. Да, он будет один. Мужчина этот с золотыми руками, сильными руками, золотыми руками. Он что-то умеет делать руками. Какой-то у него есть талант. Может быть, он работает руками. Может быть, он, допустим, что-то мастерит, лепит, я знаю, там, играть умеет там, на пианино руками. Возможно, он очень талантливый айтишник, да, постоянно вот руками там, по этим клавишам бьет. Вот. Но это не главный его талант. Главный его талант – это его интуиция. Интуиция, чутье. То есть мужчина одаренный. Можете смеяться, девочки, в комментариях, но я говорю, как вижу. У мужчины очень серьезный знак. У него перед лицом луна, а за головой у него солнце. То есть такие знаки обычно у ясновидцев бывают. Он явно в своей компании, вот компании близких людей, знаменит именно своими качествами экстрасенса. То есть человек может предсказывать, человек может вещать, человек может давать прогнозы, и причем он никогда не ошибается. Вот именно его это чутье экстрасенса подведет именно к вам. Да? И поверьте, он никогда не ошибается, и вас он тоже не ошибется. А мужчина в своей жизни многих женщин перевидал. Не могу сказать, что попробовал, но перевидал так точно. Вот. А вы в ряду всех этих женщин очень сильно отличаетесь. Но не знаю, есть у вас что-то особенное. Есть то, чего нет у других женщин. Манеры, подача, уникальная красота. Да? Вот что-то есть, что-то выделяет. Плюс вы еще очень умная женщина. Умная, понимаете, эрудированная, интеллектуалка. Даже если вы не имеете каких-то там регалий, этих образований, дипломов, всяких там корочек, неважно. Важно, что вы умеете не только усваивать информацию, вы же ее понимаете. Причем понимаете на все 100, вот воспринимаете, понимаете, воспринимаете. Вы настолько уверенно можете говорить о том, чего вы не знаете, что люди просто диву даются, какая вы особенная. Этого мужчины вы будете просто уникум, да, и красивая, и умная, и независимая, и такая вот статная, не женщина, а мечта. Мне очень нравится его восприятие вас, потому что именно он единственный из всех мужчин, которые были в вашей жизни, увидит вашу суть, вот какая вы на самом деле. Не как внешние данные, там, не внутреннее содержание, а все вместе увидит. Вот картинку разом увидит. Это, кстати, особый дар. Да? Особый дар видеть человека вот таким, как он есть. Не таким, как он себя транслирует, не таким, как он пытается казаться. Вот именно настоящую вас он увидит. Он видит, что вы как носите этот костюм сильной амазонки, а внутри вы прекрасная, милая, романтическая девочка. Либо вы умеете это все в себе совмещать. Что вы не раскрываетесь всем подряд. Что ваше доверие надо заслужить. Что вы очень преданный человек, верный человек. Но опять же, надо заслужить, чтобы вы были такой. То есть восхитите, поразите. Он будет ловить каждое ваше слово. Вот поверьте. По материальному положению этот мужчина не богач, но
он вполне обеспечен. То есть у него есть где жить, у него есть на чем ездить, и у него есть средства. Да? Средства для того, чтобы, ну, как говорится, ни в чем себе не отказывать. Он не скупой, не экономный, он скорее, как, знаете, рассудительный. Либо, знаете, в таком принципе. То есть я один, мне многого не надо. Я один, мне многого не надо. Да? То есть он там себя особо шикарными вещами не балует. Хотя у кого-то из вас отыграется, что у мужчины есть увлечение. Хобби, увлечение, ну, не суть. Суть в том, что мужчина на свое увлечение, вот именно на стоящие вещи, может достаточно крупные суммы тратить. И копить, и тратить. Ну, как бы он трезво относится к деньгам, очень рассудительно относится к деньгам. И я вам скажу, это очень хорошее качество. В случае с вами этому мужчине прям захочется весь мир бросить к вашим ногам. Весь мир, понимаете? Если вы дадите ему шанс, он вас с первого же свидания будет поражать щедростью не только души, но и кармана. То есть если он придет на свидание с вами, ну, как обычно мужчины приходят с цветами, да, там, с букетиками, то этот целую охапку цветов принесет. Если ресторан, то очень крутой. Если куда-то там пойти выгулиться, то очень хорошие такие, знаете, люксовые места будут выбирать. То есть для своей женщины, да, ему ничего не жалко. Плюс этот мужчина очень сердобольный. Если вам нужна какая-то помощь, если вам нужна какая-то поддержка, то он будет к вашим услугам. Только попроси. Вижу, что просить не будете, к сожалению. Ну, знаете, девочки, это классика. Вот смотрю на эту отсыпку и прям плакать хочется. Это классика. Хороших мужчин мы не воспринимаем, не принимаем, а всяких там убогих, алкашей, дурачков, да, вот этих мы любим. Любим. Я вижу, что вы от него будете закрываться. Я вижу, что вы от него будете отворачиваться. Я вижу, что вы, ну, как не хотите его принимать. Не хотите, да? Мужчина со всех сторон хороший, идеальный. Вы такая, фу, подавайте мне алкаша, да? Либо подавайте мне идиота какого-нибудь агрессивного, да? Я привыкла, мне такие мужчины нравятся, а хорошие мне не нужны. Это, знаете, как какая-то ваша ахиллесова пята. Ну вот серьезно. Выглядит очень странно. Странно, но очень жизненно. За мою практику я очень много таких девушек видела, которых вот действительно тянет на плохих парней. Во всех смыслах слова плохих парней. Они в них влюбляются, они от них страдают, и потом несут эту травму через всю свою жизнь. И меняя одного плохого парня, она выбирает еще хуже парня. Я вас не отчитываю, я вас не ругаю, я просто констатирую факт. Девочки, у вас пока есть время, даже если это там неделя, 2 недели, вы можете над собой поработать. Вы можете сама с собой вот так сесть и разобраться, что со мной не так. Почему я постоянно лезу, извините, в эти какашки. Ну что мне там, да? Почему меня так тянет туда? В конце-то концов, что происходит? Если есть возможность проработать этот вопрос с психологом, вообще идеально. Если такой возможности нет, ну, есть всякие книжки по психологии, есть всякие там, психологи, я не знаю, в интернете, допустим. Поищите, потому что мужчина, ну, мне очень нравится этот мужчина, но мне не нравится ваше отношение к нему. Вы такая, знаете, ну, типа, не сильно надо, да ты мне не интересен, да ты меня не привлекаешь. Да, вы можете сходить с ним на пару свиданий, но потом что, пошлете его? А он ведь влюбится. А он ведь по-настоящему в вас влюбится. И вообще, вы предел всех его желаний. И умная, и красивая, идеальная во всем. Да? Предел его желаний. Так, мужчина земной стихии, вот сразу вам говорю. Земля, спокойный, уравновешенный. Только единственное, что вот там, у кого телец попадется, мужчина, скорее всего, в завязке, потому что в прошлом он пил, а пить он не умел, и там, возможно, куролесил. Но закодированный, либо, знаете, как принципиально бросил, не пьет. Вы уж там его алкоголем тоже не соблазняйте, а то он ради вас может и выпить, и, как говорится, развязаться, не дай бог. Вот, вы у него сразу спросите, ты телец? Если он скажет да,
все, тогда пить ему вообще нельзя. Если другие знаки, ну, девочки, там более-менее нормально. Не то, чтобы он там агрессивный становится. Нет, вот если телец, если он пьет, то он может пить долго и вредить своему здоровью, и даже вот какие-то запойные дни у него могут быть. То есть он начинает пить он не умеет, и он пьет, и так это день за днем, неделя за неделей. Вот, чтобы вы понимали. Но мужчина знает свои огрехи, мужчина знает свои узкие места. Поэтому я говорю, он завязки бросил, да, либо подшился. Вот. На момент встречи с вами человек не пьющий идет. Так, единственное, конечно, чтобы вы ему там прям сердце не разбили. Я не могу вас уговорить обратить внимание на этого мужчину. Я не могу вас уговорить, ну, не имею права, да, чтобы вы с этим мужчиной прям связали свою жизнь. Конечно, думать вам, конечно, выбирать вам, но вы должны знать, эта встреча для этого мужчины – это роковая встреча. Встреча, которая меняет его жизнь. И в вашей власти, в ваших руках, как говорится, счастье и будущее этого мужчины. Ему от вас ничего не надо, кроме одного, чтобы вы позволили себя любить. А вы ведь привыкли к плохим парням. И это, конечно, печалька. Так, еще про плохих парней. Может быть, у вас есть какой-то парень на примете? Может быть, вы о ком-то сейчас думаете? Либо в ближайшее время о ком-то станете думать. Ну, вот как раз классический пример плохого парня. Мужчина проблемный, мужчина себелюбивый. Ну, вас такие привлекают. Здесь уже вы рискуете влюбиться. Причем влюбиться по самое не могу. Девочки, надо что-то с этим делать. У вас, вот честно, какая-то затуманенность в голове. Она не в сердце, она именно в голове. То ли у вас это чувство самосохранения притупилось, то ли действительно это какая-то родовая, может быть, травма. Но вы все разные, конечно, у каждой по-своему отыграется. Может быть, ваша мама жила с таким же плохим парнем, то есть ваш папа был плохой парень, может, бабушка. Как из поколения в поколение передается программа на этих плохих парней. А может быть, действительно так сложилось исторически, что вы как сильная личность чувствуете потребность именно в таких сирых и убогих, чтобы их спасать, чтобы их вытаскивать, да, давать им, ну, новую жизнь, скажем так, за свой счет. Надо это прорабатывать, надо от этого избавляться. Девочки, вот 99,9% девчонок, которые вот сейчас зашли на эту отсыпку, вы ведь сюда не случайно попали. Вы пришли именно за той информацией, которую транслирует вам песок. О том, что ваши проблемы в личной жизни, они сугубо у вас в голове. И если вы от этих проблем избавитесь, да, от этой затуманенности мозга, то вы счастливой станете. Реально счастливой. Не будет одинаковых этих повторов, да? Не будет этих трагических историй любви. Будет счастье. Понимаете? Вот хороший мужчина идет, влюбится, забудется, весь мир к вашим ногам будет бросать, себя положит к вашим ногам. А вы его не принимаете. Вы такая, фу, неинтересный. Да? Слишком хороший, слишком правильный. Нет, так мне не интересно. Мне нужно, чтобы страсти, чтобы страдания, да, чтобы прям больно было. Люблю, мазохистка. Надо как-то себя, девочки, проработать. Обязательно надо. Смотрите, вот я вижу, что вы от него текаете, просто убегаете от этого хорошего. Скучный, что ли, он вам покажется? Что не так? Да хочу посмотреть на картах. Почему вы так нерационально живете? Вы знаете, бывают девушки, которые, ну, умеют выкрутить ситуацию в свою сторону, да, допустим, те же содержанки. Ничего плохого не говорю, вот говорю, как они умеют, да, пристроить себя в хорошие руки, как говорится, жить на всем готовом. Вот. А у вас наоборот как-то идет. Вот вы хотите себе как будто бы содержанта, такого, чтобы еще и обижал вас. Да, и вот тогда жизнь идеальная, любовь идеальная. Почему у вас такое в голове? Откуда это у вас? Зачем это вам? Почему вы будете убегать от хорошего мужчины? Ну вот, смотрите, его карта вышла.
Господи. Все-таки родовая программа идет, девчонки. Вот как хотите, родовая программа. Ну, не привыкли вы к хорошим мужчинам. Не привыкли. Вам нужны сложные мужчины. Плохие парни вам нужны. Родовая программа. Смотрите, книга вышла и дерево вышло. Это родовая программа. Надо разбираться с этой родовой программой. Надо ее прорабатывать. Обязательно, девочки. Иначе личного счастья... Ой, не хочу даже говорить. Так, ладно. Нужно ли вам быть с этим мужчиной? Нужно ли вам давать ему шанс? Давайте так зададим вопрос. Потому что эта картинка, что вы убегаете, она мне не очень нравится. О, смотрите, какие карты идут. Ну надо же, ну красотень. Еще одну хочу. Ай, какая вы сложная, а. Смотрите, карты говорят, вот именно с этим мужчиной, который в вас влюбится, вы можете обрести стабильность по якорю, кольцо, то есть законные семейные отношения, по парусу новую счастливую жизнь, да? Счастливую, обеспеченную, спокойную. Человек находится вот в крепости, да, защищенной крепости, то есть абсолютно спокойная, нормальная, адекватная, обеспеченная жизнь. Это то, что он может вам дать. Но вы от него убегаете. От хорошего убегаете. Ладно, как вам поступать? Что вам вообще делать? Что вам вообще делать? Лечиться. Вам, девочки, лечиться. Девчонки, по змее лечиться однозначно. Исцелять себя, либо искать того, кто исцелит вас. Пока вот это исцеление не пройдет, не случится, да, вот ваши мечты о счастье, о новой жизни, они где-то там, далеко-далеко вот, от исполнения. Да. Мечтать вы можете сегодня, а исполнение очень далеко. Только лишь лечиться. И, девочки, думать больше о себе, а не о мужчинах. Понимаете? О себе думать. Так, мои хорошие, я задумывала одну отсыпку, одно гадание, а видите, какая информация пошла. Ну, значит, вам нужно знать об этом. Важно знать. В принципе, у вас есть еще шанс как-то себя поменять и проработать. Единственное, что я вас хочу попросить, хотя бы раз сходить с этим мужчиной на свидание. Хотя бы раз, да, дать ему возможность с вами пообщаться. Мало ли, даст Бог, уговорит вас. Уговорит дать еще одно свидание, а потом рассмотрите его, может быть, да, здоровье свое поправите, ну, я имею в виду психику, да, восприятие, может быть, что-нибудь да и получится. Но он вас долго будет любить, долго. Даже если вы ему откажете, он все равно будет вас любить. И я так понимаю, что будет просить место рядом с вами, ну, в качестве, я не знаю, там, друга, скорее всего. Не жадничайте, разрешите этому мужчине хотя бы быть вашим другом. Кто его знает, там, что будет лет через 3-5. Да? Может быть, вы и по-другому на него посмотрите. Может быть, он действительно своей любовью, своей заботой, своей добротой вас уговорит быть с ним. Ну, по крайней мере, хочется в это верить. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.